Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске поговорим о сезонной аллергии на цветение, про путешественников, которые удалось на машине доехать до 2 крайних точек России и 2 моря. Узнаем интересные факты о кинотеатре «Центральном». Также будут новости из культуры и спортивной сферы Якутии. Начнем. Весна – это сезон обострения хронических аллергических реакций. Ежегодно люди страдают симптомами сезонной аллергии. Это конъюнктивит, слезоточивость, заложенность носа, першение в горле и даже приступы удушья. Какие методы лечения аллергии применяют в Якутии, а также о самых распространенных заболеваниях среди детей, узнаем далее. Причина сезонной аллергии – пыльца растений, витающая в потоке теплого воздуха. Многие страдающие аллергией уже привыкли к симптомам и просто запасаются антигистаминными и сосудосужающими препаратами. Однако в республиканской больнице номер 1 на протяжении нескольких десятилетий применяется особый метод лечения. Наталья Ким – врач-аллерголог, иммунолог с 35-летним стажем. Лечит больных методом, который вывели наши якутские именитые иммунологи еще в 80-х. Метод не входит в стандарт лечения, однако практика показывает блестящие результаты. Принцип лечения – дозированно вводить в организм аллерген. Чистый этот уже аллерген мы разводим 6 раз. Это установленная наша схема, которую этот уже Андрей Дмитриевич, там и его соратник, это тоже установили нам такую уже схему. И по возрастающей дозе, этот уже и по возрастающей концентрации мы лечим вот этого больного, начинаем лечить. То есть вот эти уже наши, вот это уже как лекарство. Таким образом, у больного вырабатываются блокирующие антитела. Впоследствии, даже при близком и прямом воздействии с аллергеном, организм не реагирует и не вызывает аллергических воспалений. Лечение проходит на протяжении до 3 лет. Жители дальних районов могут пройти экспресс-лечение сроком до 6 месяцев. Все зависит от чувствительности организма. По этому методу у Натальи Иннокентьевны лечатся семьи по несколько поколений. Бабушки, дедушки, потом это уже родители, потом внуки лечились, и теперь уже уже правнуки пошли. Вот за 35 лет вот так это тоже преемственность получилось. Улучшение качества жизни, они на 70-80% это уже больше улучшается, чем у больных бронхиальной астмы. А аллергическим ринитом вообще уже высокое, до 90%. Это уже говорит, что эта методика работает, этой методикой можно пользоваться. То есть уже последнее, это уже мы можем получить, это уже здоровых людей. Самые распространенные заболевания среди детей – это аллергодерматозы, аллергический ринит и бронхиальная астма. В медцентре, помимо профилактики и лечения этих болезней, регулярно проводится аллергошкола для родителей. Допустим, при атопическом дерматите, как правильно ухаживать за кожей, потому что это немаловажный фактор, да? У детей с атопическим дерматитом нарушен липидный слой кожный, и необходимо постоянный уход за кожей. Вот, обучаем, как именно это делать, какими мазями, в какой период. В общем, атопический дерматит приобретает распространенный характер и может даже появляться у детей, у которых наследственность отрицательная. То есть нет ни у родителей, ни у бабушек, и ни у братьев, и ни сестер. Такое тоже есть. Такая реакция у младенцев в основном на белок коровьего молока. Детям назначают специальное питание и лечение. С возрастом болезнь исчезает, либо переходит на респираторные органы. Это аллергический ринит или бронхиальная астма. Вот тогда эти диагнозы можно лечить аллерген-специфической иммунотерапией. На сегодня это самый эффективный метод лечения. Марфирина Алексеева, Семен Афанасьев, Якутск. Автопутешественники достигли в рамках одной экспедиции сразу 2 крайних точек страны – мыс Пакса и Челюскина. Александр Еликов, Александр Жирухин и Олег Харченко – первые, кто на автомобилях прошли уникальный путь, который еще никому не удавалось. Они проехали, соединив в одном автопутешествии 2 моря – Карское и Лаптевых, и 2 крайние северные точки России – Пакса и Челюскина. Цель проекта – описание достопримечательностей, новых точек притяжения и разработка уникального арктического туристического маршрута. После экспедиции создадут серию документальных фильмов об этих уникальных местах. С нетерпением ждем, ведь Арктика так загадочна и прекрасна.
27 апреля для нас, якутян, особая дата – День Республики Саха-Якутия. В этот день, в 1922 году, был подписан декрет об образовании Якутской ССР в состав Советской России. С тех пор прошел 101 год. А между тем в Якутии все еще имеются постройки, которые были свидетелями тех исторических событий. И одним таким зданием является кинотеатр «Центральный», первый кинотеатр города Якутска, который и по сей день в эксплуатации. Мало кто знает, но город Якутск когда-то был культурным центром в целом регионе. Какие кино смотрели более века назад и какие тайны хранит самое старинное учреждение в сфере кинопроката, расскажет Ирина Григорьева. Свет прожектора переносит нас в далекий 1911. Именно в этот год отставной казак Пантелеймон Никулин впервые повесил в здании ныне Национальной библиотеки объявление о первом киносеансе. Политсыльный Василий Приютов, его конкурент, был более успешен. Пристроил киноаппаратную к своему дому на Большой улице и стал показывать кино. Этот дом располагался практически на территории, где сейчас стоит Центральный. То есть даже без озвучки, топером, как это было, да? И они были по продолжительности, где-то от 3 до 7 минут. Такие вот короткие фрагменты со смешными названиями. Предположим, одно из названий там было «Буба заболел чумой». Кинопоказы в то время были прибыльным делом. О том, что первыми зрителями были состоятельные люди, говорит и объявление в газете «Якутская окраина» за 1912 год. Сеансы в синематографе Приютова даются каждые 1,5 часа, ежедневно с 2 часов дня до 11 часов вечера. Цены на билеты: кресла первого ряда 1 рубль 10 копеек, второго и третьего рядов по 74 копейки, остальные места по 55 копеек. Очень известная фотография Василия Приютова – это празднование 1 мая в Якутске перед кинотеатром. Здесь как раз очень такие интересные лозунги. В борьбе обретешь ты право свое, партия социал-революционеров. Вот. И на этой фотографии есть очень известные люди того времени. Сам Ярославский в центре сидит. Так, и Максим Амосов, допустим, да, Юнский и так далее. Да. Для народовольца Василия Приютова политическая ссылка в якутскую окраину обернулась подарком судьбы. Он стал предпринимателем, женился и оставил большое наследие в дар Якутии – синематограф. Кинотеатр был оснащен электричеством. Электричество появилось позже на год. То есть в городе не было электричества, было только вот в кинотеатре. Люди приходили очень нарядные, перед сеансами играл оркестр. Заслуга Приютова в том, что он открыл постоянный кинематограф со своим залом, будкой для аппаратуры и развлечениями для посетителей. В отличие от банкиров и бизнесменов тех лет, свой кинотеатр Приютов открыл сам. На собственные деньги купил аппаратуру и киноленты. В память о талантливом организаторе школьники республиканского исторического конкурса оживили историю. Стоял в народновольческой организации, за что и был создан в Якутскую область. Сегодня всех гостей приветствуем на торжественном мероприятии, посвященном Дню музея. Специально для вас 5 класс средней школы номер 26 города Якутска представляет историческую реконструкцию. Директор Александр Данилов вспоминает, в былые времена кинотеатр посещали не только смотреть кино, но и слушать. Ежедневно здесь звучала живая музыка. После сеанса пела Мария Петрищева. Кинотеатр, наверное, был свидетелем, скажем так, начала, 42-й год, год строительства, самые трудные годы. Наш кинотеатр стоит и показывает кино. Вы сами на свидание приглашали девушек? Обязательно. Это был большой зал, там было еще 150 мест, деревянные кресла, и была любовь. В кинотеатре «Центральный» даже сейчас по-своему атмосферно. Люди спешат в кино. Какое кино вы смотрели? Я много смотрел фильмов советских. В то время каждый. «Юность Максима», например. Как часто вы ходите в кино? Каждую неделю, по пятницам. Есть свободное время, иду в кино. То есть без кинотеатра «Центральный» никак? Никак. Ирина Григорьева, Григорий Охлопков, Якутск.
В Мирном в этом году 30 лет отмечает народный ансамбль якутских песен «ИЕИ». В переводе на русский «Вдохновение». Репетицию перед юбилейным концертом посетила наш корреспондент Анна Васильева. Ансамбль якутской песни «ИЕИ», отмечающий сегодня 30-летний юбилей, пример творческого долголетия и преданности якутскому народному песенному творчеству. Основоположником творческого коллектива в далеком 1993 году был Валерий Платонов. Собрали коллектив из девушек, женщин молодых, которые поют. Затем подготовили песню Валерия Владимировича. Песня его называется «Здорово, ты абитуриент», «Здравствуй, родной ручеек». Разучили эту песню и показали на концерте. И когда услышали эту песню, уже приняли Валерия Владимировича на постоянную работу во Дворец культуры «Алмаз». До этого он работал в Доме культуры Тойхая, села Орлах. Сейчас ансамбль возглавляет, вдохновляет, определяет всю его деятельность руководитель Тамара Рыбикова. Народный ансамбль – это культурное явление в Мирном. Ему есть чем гордиться. Коллектив – лауреат, призер и участник многочисленных краевых, межмуниципальных и городских фестивалей, смотров конкурсов, мероприятий и культурных акций. Несмотря на то, что я вот недавно появилась в этом коллективе якутской песни «ИЕИ», буквально с сентября месяца я занимаюсь, мне очень нравится. У нас такой широкий репертуар, у нас прекрасный преподаватель, у нас очень интересные песни. И мы даже наши песни не заучиваем наизусть, а как-то оно само по себе во время репетиции, уже даже не замечая, сами выучили. И я выучила столько много песен вот за этот короткий период, сентября месяца. Мне очень нравится, я вообще довольна, что я попала в этот коллектив, в этот ансамбль. Богатая певческая палитра и мастерство позволяют исполнять ансамблю самый разнообразный репертуар. Многоголосные произведения якутских классиков, народные песни, исполнение акапелла полюбились многим жителям Алмазного края. Анна Васильева, Мирный. Ну и в конце немного поговорим о спорте. Сборная Якутии с сильнейшим составом выступит в Улан-Удэ на международном турнире «Байкал Оупен» по вольной борьбе. В турнире примут участие более 200 спортсменов из 11 стран. Сильнейшие борцы будут выявлены в 10 весовых категориях. Республику Бурятию представят порядка 50 спортсменов. На представительном турнире в рамках подготовки к чемпионату России выступят и сборная Якутии. Победители, призеры и тренеры в каждой весовой категории награждаются медалями, дипломами и ценными призами. За первое место 90 тысяч рублей, за второе 60 тысяч, за третье 40 тысяч рублей. Тренеру победителя также вручат 40 тысяч рублей. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. Всем отличного выходного и до новых встреч в эфире.